и открывайте новые возможности для развития своих проектов в любой сфере. Иә, қазіргі уақытта Ералы Кәрімжан Нұрбатыр атты алматылық клубтың атына шығып тұр екен. Как ты думаешь, если так посмотреть? Тут сантиметров 15, мне кажется, у них разница в росте. Ортада Манап Қабдиев жекпе-жектің бастауына бірер секундтар қалды. Я думаю, да, на 10 сантиметров выше. Минимум, да. Ну, тем и интереснее. То есть, знаешь, какая-то отсылка к старинным вот этим первым турнирам именно по боям без правил, не по ММА, когда просто выходили в клетку парни, которые просто хотят подраться и выяснить, кто из них сильнее. То есть, да, максимально антропометрически ребята не похожи. Плюс еще и размах рук у Руслана, кстати, очень, да, такой... Кстати, как сразу, да, как предсказали, да. Попытка прохода в ноги от Ералы. Руслан пытается защищаться, отдает спину, но при этом все еще остается на ногах. Такая у него, кстати, нехилая растяжка, да. Но жесткий удар от Ералы. Руслан внизу оказывается, пытался он сделать свип, не вышло. Мне кажется... Но агрессивно начинает Ералы, то есть видно, что парень заряжен на финиш, а Руслан пока что пытается вязать, как-то немножко утомить своего соперника, но не то чтобы сейчас пока это выходит. Апкики начинаются снизу от Руслана. Да, антропометрия у парня, конечно, такая нехилая. Он, кстати, может спокойно закрыть треугольник с гарда. То есть, что могут делать, давайте сейчас будем ждать от Руслана, что он покажет. Ну, Ерала, даже если маленький ростом, сейчас прямо очень сильно давление оказывает. Ой, да, жесткий удар по корпусу от Ералы. Руслан отмахивается ногами, пытается попасть в треугольник, и вот, закрывает треугольник. Сейчас давайте, Руслан сразу же выходит на рычаг локтя. Очень опасный момент для Ералы. Сможет ли он его пережить? Может взять, не надо. Ой, блин, он уже да, вылезает Ералы, но вот именно, знаешь, за счет рычагов Руслан может, на самом деле, не дать это сделать своему сопернику. Очень длинные у него ноги. Еще посмотрим, хороший армбар. Терпит или нет. Да, слушай, выгибается рука Ералы, и опять попытка второго выхода на треугольник от Руслана. Не получается. Мне кажется, из-за треугольника ноги, да, сильно забиваются? Да, конечно, забиваются ноги, но при этом, слушай, возможно, сейчас Ералы и микротравму какой-то руки получил, потому что, ну, Руслан тянул хорошо его руку. Да, еще что-то Ерала после треугольника не прям уж такой, да, агрессивным и активным стал, да? Да, может быть, и побаивается приема, потому что, опять же, вот видно, что Руслан внизу знает, как выходить на приемы, и вот эти вот длинные рычаги для этого отлично у него и заточены. Все правильно говоришь? Да, конечно, потерял много энергии Ералы в начале первого раунда, потому что был сверхагрессивным. Сейчас он уже работает более умно, скажем так, и менее агрессивно. Накидывает удары по корпусу, по голове, а Руслан пока что не совсем понимает, что делать. Но пытается ставить рамки ногами и не давать получать по себе урона. Иә, айта кетейік достар, Найза лигасының серіктесі Алимбет букмекерлік кеңсесі екенін еске аламыз. Алимбет Қазақстандағы ең үздік букмекер. Алимбетке тіркелде 10 мың теңге көлемінде кепілдендірілген бонусы ал. Алимбет пен Найза күш пен рухтың серіктестігі. Да, кстати, слушай, вот у нас пока что не было ни одного боя на этом турнире, который перешел во второй раунд. То есть была попытка, но при этом врач не допустил бойца. А вот этот бой потенциально, мне кажется, может рассчитывать на все раунды, потому что вот сейчас ребята замедлились, и больше идет тактическая такая игра, тактическая работа. Мы в жеке-пижеке это, наверное, не приветствуем, потому что здесь мы хотим видеть яркость, но, опять же, интересно посмотреть от ребят технику. Хотя, конечно же, финиш здесь. Как ты думаешь, Миш, кто больше из них устал? Оба устали. Сейчас поднимают стойку. И вот в стойке, мне кажется, Руслан еще себя не успел показать. Интересно его посмотреть. Насколько его антропометрия позволяет ему носить вот эти вот джебы. Кстати, ногами тоже он достаточно плотно бьет. Вертушка, кстати, по печени пытался он пробить. Я думаю, когда ты устаешь, ногами лучше не работает, да? Да, это очень энергозатратная история. Лишь немногие бойцы умеют бить ногами так же, как руками. И вот
прям, если вспоминать кого-то сейчас, это Шара Буллет, это человек, который ногами работает так же, как руками, то есть не тратит на это много сил. Плюс есть еще боец Эдсон Барбоза, он тоже ногами лупит. Только так, на протяжении всей дистанции умеет это делать. Но, в принципе, бойцы другие, они это не умеют делать, скажем честно. И не уверен, что Руслан... Мне кажется, Руслану нужно с дистанции работать. У него, блин, Да, руки очень такие длинные, длинные, да. Джеб, право, кросс, например, да. Хорошая тактика была бы для... Но он устал, видишь, он соперника. уже больше двигается, чем наносит удар. Да, зачем Вот, лоу-кики кидать? Я думаю, Устал. да. Это плохо. Вот сейчас уже собрался Ералы Каримжан, сейчас вот более видно, такой бодрый. Я вообще думаю, знаешь, что Каримжан, скорее всего, сейчас будет именно вот такой заряжаться каждый раз на один панч какой-то, либо на один кик. Просто он будет ждать, потом что-то выкидывать, и потом опять копить ману, скажем так. Ну, Мне Руслану... кажется, оба дебютанты пока еще, походу, не почувствовали клетку, и да? скажем честно, для лиги, старшей лиги Найза, пока что оба сырые. Да, это точно. Оба сырые. Да, думаю, что сейчас уже решит все-таки характер. Но вот как бы парням напомнить, что это лига Жек-Пижек. Знаешь, не хватает нам с тобой микрофона, которым мы бы были на связи с бойцами, чтобы мы туда крикнули: ребята, это ваш шанс. Давайте. Кстати, проходит наш чемпион Ильдар Кудайбергенов. Ильдар, рада тебя видеть. Ильдар, мне кажется, что тебе нужно сейчас подойти в углы обоих парней и какое-то им сказать правильное наставление, потому что, как-то вяло дерутся. Ильдар, скажи им, давайте. Говорит, устали, Ильдар. Да, это мы тоже заметили. Вот, нужно какое-то все-таки от Ильдара Кудайбергенова наставление парням. И этого парня мы тоже ждем, но, конечно же, не в лиге Жек-Пижек. Хочется, чтобы он вернулся в старшую лигу Найза. Да, мне кажется, Ильдар все еще в форме. Да, кстати, Может, похудел Ильдар, да, Кудайбергенов? Да. Может, наверное, в 66 похудел, да, вот видно, что с мышцами все в порядке. Ждем возвращения. Угу. Давайте посмотрим. Интересно, бой закончится во втором раунде или будет длиться на 3 раунда? Мне кажется, вот знаешь, плохое у меня есть ощущение, что будет что-то скучное на протяжении 3 раундов, потому что ребят слишком устали. Вот сейчас непонятны какие-то вещи, что с Капой произошло или что. Почему не начинается второй раунд, какая-то заминка. Не, мне кажется, там просто мокро. Мокро, Да, окей. что-то показывает, что тут мокро. Вот видно, знаешь, еще по взгляду всегда очень многое понятно. Вот. И бывает, ты смотришь бои, и на второй раунд человек выходит, как на первый, еще, может быть, более даже, знаешь, заряженный. Хочет он уничтожить своего оппонента, а вот здесь у парней во взгляде читается, когда же все это Мне закончится? кажется, да, Я Руслан, хочу домой. Такого не должно быть. Помните, что, наверное, не 50%, но... Кстати, знаешь, что, вот как матчмейкер расскажу, много раз было такое, то, что бойцы вот так выходили, в закрытом карте дрались, потом проигрывают после этого, даже если они проиграли, ничего не показав, они просят еще второй бой. Я этих людей сейчас не понимаю. Если они не готовы, зачем драться в профессиональной лиге? Лучше На 100% с тобой согласен. Да, любительская драться, да. Такой или шанс может- тебе дают. Это, профессиональная лига, профессиональная съемка. Это возможность попасть в лигу старшую Найза. Ты должен просто себя всего оставить в клетке. Да, так что некоторые ребята такие, мне кажется, особо серьезно не думают. Даже если сухую проиграют, они... вот Потом, так. знаешь, ради поста в социальной сети Инстаграм, наверное, просто показать, вот я в бойцовских шортах, в бойцовских перчатках, какой я красавчик, смотрите, ставьте лайки. Но нет, ребята, если вы связываете с этим свое будущее, то нужно, я вот говорю, не устаю это повторять, умирать в клетке. Потому что, это твой шанс. Шансов не так много, а бойцов огромное количество. Так что просто покажите лучшую версию себя сегодня. Кстати, немножко оживился Руслан. Все-таки я думаю, что Ералы он ждет вот какого-то одного панча, но одним панчем, мне кажется, вот эту встречу не закончить. Да, что-то, мне кажется, на 77 килограмм у них Да, он очень удары маленький. слабые. Что-то не хватает динамичности. То есть, смотри, Руслану, будем честными, наверное, на 70 согнать невозможно. Да.
потому что он слишком высокий. А вот Яралы спокойно может в легком весе выступать, если не в полулегком. Да, Просто да. видно лишний вес, как бы. Да, Ну, а по Руслан, животу. как-то, не знаю, вот, ну, хочет чего-то более яркого. Пытается работать он, кстати, киками все еще, да, вот сделал он ставку на удары ногами. Как мы считаем Жандарбеком, что это не самая лучшая ставка. Но у Руслана на этот счет совсем другое мнение. Вот попытка прохода от Яралы, его, опять же, сильная сторона – это борьба. И посмотрим сейчас, как Мне Руслан кажется, будет да, защищаться. у Руслана защита от борьбы. А я не понимаю, кто он тогда. То есть, видимо, грэплер, потому что от прохода защищается он не очень хорошо, в стойке он бьет только ногами, либо тхэквондист какой-то, либо грэплер, да, по базе. Да, вот не хочется такое смотреть на Джек-Пижеки, не хочется. Ладно бы там парни, знаешь, уже провели по 30 боев и дрались бы за титул чемпиона, но нет, они дерутся за контракт со старшей лигой. Ну, ребят, Жандарбек такое не любит. Я тоже такое не люблю. Я не думаю, что такое любит вообще хоть кто-то. Да, ребята, скучно лучше не драться, если скучно деретесь. Лучше, если скучно деретесь, лучше чем-то другим заниматься. мне Конечно, кажется. да, то есть есть куча скучных профессий, это не ММА, это не бои. Вот я почему в ММА не иду, потому что я, ну, сейчас уже, да, переформатировался в грэплера, и, в принципе, я понимаю, что тоже буду просто лежать, что-то там, знаешь, пытаться Да. делать. Такое никто смотреть не хочет. Да, реально, ребята, если вы слышите меня, пожалуйста, если вы не умеете динамично, активно, красиво, технично хотя бы там драться, тогда лучше. Мне прям хочется сейчас зайти в клетку и Да, какой-то, не да, деритесь. ребятам сказать обращение. Не знаю, насколько это вообще возможно по регламенту, но мне хочется, да, туда вот в клетку Я пойти и еще сказать, давайте активно. қазақша айта кететіндей достар, нишаны білесіздер, көптеген жекпе-жектерді көрген, талай лигаларда болған, енді Қазақстанда, мына СНГ-да үлкен өзінің Вестник ММА деген каналы бар. Сондықтан да Мишаның әрбір айтқан кеңесі ол менің ойымша жауынгерлерге үлкен бір көмек деп ойлаймын. Я сказал о том, что ты классный журналист. Рахмет. Плюс к тому, то, что все твои советы, это, по идее, большой подарок для бойцов. Да, конечно, ребята, вот, мы сколько уже вот там, я действительно уже 15 лет смотрю за боями, уже там больше 10 лет в этой индустрии сам нахожусь. И очень хочу, чтобы ваши карьеры сложились, но для этого моего одного желания не хватит. В первую очередь нужно ваше желание. Сейчас реально в клетку зайду, вот уже, знаешь, Будешь не могу орать, терпеть. Скажу ребятам, что надо что-то делать. Не знаю, насколько это нарушит регламент, но мне кажется, в Лиге Да, Джек мне Пижек кажется, позволить. Руслан боится сейчас руками бить, да? Да. Ну, напрямую заходить прям в рубку может. Длинные руки, прямые удары и апперкоты, мне кажется, нормально. Да, для конечно, у бойца. него, слушай, у него он Против сам с- сантиметров на 15 выше, и у Да. него размах рук сантиметров на 20, мне кажется, больше. Ты можешь на длинной дистанции сидеть, просто этими джепами разваливать своего соперника и делать какие-то комбинации. При этом видно, что именно сам Яралы, он хочет просто делать проход в ноги и контроль. Вместо этого, да, вот как-то отрабатывает какие-то штуки, которые никогда не заходят, какие-то вертушки медленные. Ты как ты играешь в Mortal Kombat такой? Дай прием Давай, попробую. Да. Извините, пожалуйста. Я первый раз комментирую, может, вам не понравится мой комментарий. Ой, Вот, вот это Руслан, интересно! наконец-то! Ну вот Ура! это нам нужно. Нам нужно это. Вы услышал наш зов Руслан, сделал хоть что-то яркое. Ты думаешь, попал он, да? Может быть, еще от усталости, в любом случае он хотя бы попробовал. Выглядело это красиво, насколько это принесло урона, непонятно, скорее всего, и не принесло. И сам Руслан, видно, такой довольный, наконец-то что-то сделал. Давайте. Надо это делать, да, чуть пораньше. Все, сейчас третий раунд, решение нам в этом бою не нужно. И, кстати, на самом деле, по судейским запискам я не удивлюсь, если Яралы сейчас и одержит победу, потому что, хотя, не знаю, то есть как будут судить. Вообще, вот такие бои тоже жалко наших рефери, потому что такие бои судить очень сложно, когда оба ничего не делают. Ну, Но я то есть, думаю, прям это сложно. зависит от значимости боя, наверное, да? Более такой, бои такие, первые бои, нормально, что. Они оба виноваты, если не показали такой крутой бой, да? Просто говорю сейчас, если они еще это все отдадут, судьбу своего боя в руки наших судей, то потом пусть не переживают, потому что когда вы ничего не показываете, сложно что-то оценить.
Уже третий раунд этого противостояния. Ребята обнялись, но вместо этого надо было им, наоборот, закуситься сейчас и показать что-то яркое. Вот такая борцовская размахайка от Яралы. Джеб от Руслана. И таких джебов должно быть больше. По корпусу пытается работать. Ну вот лучше на руках Руслан. Ну сам не верит он в свои руки, не верит как-то в свои ноги. Да. Что он может показать, да? Ну, проход от Яралы. Одну ногу опять Руслан не защищается от этого прохода, да. По идее, мог бы, да? Конечно, но он, Через видно, Сегу. наоборот, просто ждет, что давай в партере что-нибудь попробуем. Но видно, что да, именно в стойке он бороться не умеет. А такие удары, они, как ты думаешь? В третьем раунде, я считаю, они не нужны. Потому Да. что в третьем раунде, да, уже обесточивать ногу смысла нету. Потому что этот урон, если он и пройдет, то он пройдет там через минут 5-10. Как раз, то есть в третьем раунде это бы принесло эффект, если ты сделал это в первом раунде. В третьем раунде, пока у тебя в крови Я думаю, то, адреналин. что Ярала просто сейчас думает о том, что он набирает баллы, наверное, да, очки, да? Да, ну, опять же, удары Более активность. по бедру в современном ММА не особо оцениваются. То есть это не, говорю же, опять же, не приводит к урону. Да, это типа лучше, чем ничего не делать, просто держать, но, опять же, лучше бы что-то интересное бы попробовал. Сейчас будет пытаться, наверное, отключать ноги. Яралы. Да, хотелось бы какой-нибудь Вот хардкор. тоже, кстати, видишь, Яралы не умеет отключать по ходу ноги вот в хабибовском стиле, что продемонстрировал Сырым у нас в первом бою сегодняшнего турнира. Просто контроль, именно вольниковский контроль, не ММАшный. Да, вот, собственно, Руслан встает. Да, хочется слэма. Хочется чего-то. Я бы, знаешь, какую сделал бы историю? Вот турнир Джек Пижек идет. Я не буду раскрывать да, тайну, платят ли ребятам за эти бои. Но вот если такое, да, вот показывают, ты такой нажимаешь кнопку какую-то, раз, минус $100 из гонорара. Потом в минус могут уйти, пусть они тебе платят. Потому что ты им дал возможность. Да, вот 1000 сейчас прям мы эту кнопку бьем. Уже минус $1000 у нас у ребят, потому что... Знаешь, я готов на подобное смотреть за ребятами, у которых есть какая-то история, есть какой-то бэкграунд, есть какая-то интересная фишка соцсети раскачанной. Но когда у тебя нету соцсетей, у тебя нету крутого, там, знаешь, выхода, ну ты хотя бы боем покажи, что ты заслуживаешь права драться. Нет. Вместо этого ребята какой-то дружеский спарринг, да, показывают, что это такое. Даже, вот знаешь, мне кажется, сейчас рекламная интеграция будет намного интересней, чем то, что происходит, собственно, у нас в клетке. Поэтому я хочу сказать, что в своем деле, как и в спорте, для достижения результата нужна дисциплина и порядок. А с этим поможет справиться платформа для управления бизнесом Darlin. Это продукт, разработанный в Казахстане для организации электронного документооборота, которая помогает вам справиться с различными задачами, составлением планов и общения с командами, где бы вы ни находились. Избавьтесь от рутины и открывайте новые возможности для развития своих проектов в любой сфере. Да. It's not interesting. Даже мы вот Я буду как бы не телефон пытались, смотреть. даже Дарфек сейчас уже будет смотреть просто рилсы, потому что, да, вот, кстати, берите пример с рилсов. Вот почему рилсы заходят? Потому что там всего, там, условно, минута, и за эту минуту надо как-то привлечь зрителя, да, как-то его завлечь, сделать его интересное времяпрепровождение. У ребят было 15 минут, и за эти 15 минут они, по сути, не сделали ничего. Вот один был только момент интересный от Руслана в конце второго раунда, и все. И сейчас, через 20 секунд, закончится этот бой. И я не жду. Вот скажу честно, может быть, дать, конечно, второй шанс этим парням в Пижеке.
Ну, даже вот в нем не хочется их видеть после такого. Ну, в Лигу Найза после подобного боя, я надеюсь, Жандарбеком контракт не даст. Наконец-то это закончилось. Обнимаются. Ужас. Ждем судейского вердикта. Не удивимся любому исходу. Ты вообще вот по картине боя, Жандарбек, кому отдашь? Я думаю, из-за того, то, что борется, активничает, наверное, Ералына забирает бой. Да, и Ералын был более активный, но если говорить именно по моментам, то единственный момент, который там был прикольный в бою, был от Руслана, что он сейчас в камеру там сказал: пишите мне. Нет, Руслан, с таким боем никакого контракта.